Открытый фестиваль крымско-татарской и тюркской культуры Кизилевской области проходит в этом году в 16-й раз. На одной площадке собрались более сотни жителей полуострова. Для них выступают лучшие коллективы Крыма и России. На сцене 16-летний Султан Бердеев поет песню о родственниках. В солнечную Евпаторию приехал из Астрахани. Вот такие фестивали, и тем более в таких городах, в такие сезоны, они очень сближают людей между собой. Вот я никогда бы не мог предложить, что у меня появятся друзья из Башкортостана. Но мне это очень действительно приятно. В фестивале участвуют 50 коллективов полуострова и России. Каждый из артистов показывает культуру своего края. Лучшие коллективы приехали к нам на фестиваль из Республики Татарстан, Башкортостан, из Мордовии, а также Ростовской области и Ульяновской. Фестиваль стартовал 15 августа. 4 дня в городе проходил праздник, в котором приняли участие известные поэты и писатели, ремесленники и спортсмены, музыканты и артисты полуострова. Это очень здорово, потому что люди обмениваются положительной энергетикой. Люди узнают друг друга, узнают свои обычаи, традиции. И самое главное, что мы сегодня, крымские татары, можем поделиться своим искусством, культурой. Заключительным этапом стал гала-концерт с участием победителей вокального конкурса «Алтын Сес». Ринату Салихлянову, певцу из Башкортостана, кубок вручил генеральный директор телеканала «Милет» Ирвин Мусаев. По его словам, в скором времени компания будет снимать про него ролик. Ваши бурные овации. На сцене ансамбль «Крым». Практически 30 лет они развивают и популяризируют крымско-татарскую культуру. Надо чаще демонстрировать наше творчество, чтобы оно имело, мы будем говорить, может, большие слова, всемирный размах. То есть в каждом уголке мира можно было услышать, увидеть, узнать крымских татар. Фестиваль Кизилев-Капусы уже стал доброй крымской традицией. Он дает возможность не только продемонстрировать национальные обычаи крымских татар, но и познакомиться с культурой тюркского мира. Такого формата мероприятия является местом притяжения и объединения всех людей вне зависимости от национальности, вероисповедания. Евпатория имеет глубокую культуру, многовековую историю, где пересекались различные конфессии и народы. Завершился фестиваль праздничным салютом. По словам организаторов, в следующем году программа мероприятия будет еще интереснее и насыщеннее. Севиля Меметова, Ильдар Заитов, телеканал «Милет».